Что такое настоящий патриотизм и с чего он начинается? Что жители Коми хотели бы изменить в своем городе и регионе? Во всех муниципалитетах Республики Коми проходят масштабные форумы «Гордость, уверенность, победа». 9 апреля мероприятие состоялось в Инте. В нем приняли участие представители разных профессий – ветераны, молодежь, общественники. Все, кто радеет за судьбу своей малой родины, гордится ее достижениями и успехами земляков. Уважаемые участники форума, гордость, уверенность, победа. Вы – золотой фонд нашей республики. Ваши дела и решения формируют тот духовный стержень, который зажигает огонь истинного патриотизма в сердцах земляков. Сегодня мы пишем новую главу истории Коми. Преображение наших городов, достижения спортсменов и ученых – это наша с вами общая гордость. При поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и федеральных программ мы уверенно идем вперед. Наша сила не в обещаниях, а в реальных делах, которые видит каждый житель нашей республики. Да, проблем еще много, но только вместе мы их сможем решить. Наша цель – республика, где каждый с гордостью произносит «Я из Коми». Пусть этот форум станет кузницей идей для будущего нашей великой республики. Перемены начинаются с каждого из нас. Напомним, форумы во всех муниципалитетах проходят по инициативе временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольштейна. По мнению руководителя региона, на таких площадках можно вместе определить поводы для гордости, обсудить проблемы и выработать решения, которые приведут к новым победам. В форуме, который состоял из нескольких блоков, приняли участие около 100 интинцев. Все с активной жизненной позицией, которых объединяют общие ценности и стремление сделать Приполярье территорией развития и созидания. Те, для кого понятия гордость, уверенность и победа – не пустые слова. Хочу остановиться на каждом направлении отдельно. Гордость – это то, что мы испытываем, когда говорим о наших земляках. О тех, кто сегодня защищает интересы страны. О людях труда, о предпринимателях, создающих рабочие места, о волонтерах, чье неравнодушие меняет жизнь вокруг нас. Мы гордимся нашей историей и нашими сегодняшними достижениями. Чувство Родины – это чувство патриотизма. С детства нас учат, что не надо громко называть себя патриотом. Надо просто любить то место, где родился, где живешь, гордиться им. Когда мы вырастаем, то делаем открытия, которые заставляют нас гордиться своей Родиной. Сегодня это чувство у нас вызывает все, кто борется с неофашизмом. Во-первых, сотни жителей нашего муниципального округа непосредственно принимают участие в боевых действиях. Это контрактники, мобилизованные в составе Российской армии и Росгвардии. Немало наших земляков находится на фронте в составе различных добровольческих формирований, государственных компаний. Их семьям оказывается внимание и поддержка со стороны социальных органов, администрации, депутатов, общественных организаций, волонтеров. Конечно, информация о гибели каждого сына нашей маленькой Инты воспринимается очень тяжело. Даже вот не могу. Но мы знаем поименно наших героев и выражаем соболезнования их семьям и близким, стараемся сохранить память о каждом. Во-первых, общественные организации, муниципальные учреждения, отдельные жители активно откликнулись на проблемы материального обеспечения военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Организации, предприниматели и частные лица собирают и продают на нужды фронта технические устройства, защитные средства, теплую одежду, транспорт и многое другое. Поддержка наших солдат носит разнообразный характер. Дети пишут письма, женщины вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души, тактические браслеты, окопные свечи, специальные спички длительного горения. В Инте вопросами сбора, доставки гуманитарной помощи активно занимается несколько учреждений. Но, несомненно, основную роль играет ДСАФ России. После начала специальной военной операции мы открыли благотворительный счет, куда интинцы могут перечислять любые суммы на поддержку наших бойцов. Свои сборы ведут ветераны, которые еженедельно устраивают День стольника. Знаю, что многие интинцы помогают напрямую бойцам. Многие предприниматели даже помогают непосредственным подразделениям. Сейчас уже не представляется возможным назвать общую сумму собранных денежных средств. Она очень большая. Помощь исчисляется миллионами рублей. Но интинцы готовы продолжать поддерживать бойцов морально и материально, лишь бы приблизить нашу победу. Гордость
Это то чувство, которое мы испытываем, говоря о наших родителях, старожилах Инты, которые однажды выбрали для себя этот компактный маленький город и сделали все, чтобы прославить его за пределами республики, побеждая в соцсоревнованиях, благоустраивая улицы и дворы. Гордость вызывает у нас победы наших детей. Далеко за примерами ходить не надо, только за последние несколько дней я встречался с футболистами, которые тренируют Александр Юров, баскетболистами, их тренером Юрием Ермалем. Команды вернулись с соревнований федерального, регионального уровня с серебряными медалями. А еще у нас сильная школа пауэрлифтинга, бокса, вольной борьбы. Воспитанники этих направлений никогда не остаются без медалей, куда бы они ни поехали. То же самое можно сказать про образование, культуру. И мы прекрасно понимаем, что пока у нас есть талантливые, целеустремленные дети, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Уверенность рождается из конкретных дел и открытого диалога. На форуме мы вместе сформируем образ нашего завтра, определим ключевые приоритеты развития муниципалитета. И главное, наметим путь, по которому мы пойдем вместе единой командой. Что такое конкретные дела? Это любовь, в первую очередь, к своей малой родине, не на словах, а на деле. Что значит для меня любить Инту и гордиться? Это прежде всего обустроить ее так, чтобы комфортно было жить всем. Чтобы наш город ставили в положительный пример, сюда приглашали в гости и не стремились отсюда уезжать. Это созидание на своей земле. И чем больше сделаешь, тем больше гарантия, что жизнь вокруг станет легче и лучше. Когда вижу, что в нашем маленьком городе открывается что-то новое, и это заслуга интинца, с гордостью признаю, это патриот. Когда в поселке, из которого многие уезжают, открывается гостевой дом, который привлекает гостей из-за рубежа, и предприятие по переработке оленины, это тоже показатель любви к своей малой родине, к своим корням. Когда молодые люди в свободное от рабочей загруженности время снимают социально направленные ролики, которые побеждают на региональном и федеральном уровне, это тоже патриотизм. Это патриоты создают спортивные секции на голом энтузиазме, лепят из мальчишек и девчонок будущих чемпионов. Привлекают творческие кружки, учат доброте и созиданию, живут в селе, участвуют в народном бюджете и уверены, что у их малой родины есть будущее. Победа – это результат, к которому мы стремимся. Сегодня победа нужна в экономике, в социальной сфере, в информационном пространстве. Мы научимся эффективно говорить о наших достижениях, противостоять дезинформации и формировать позитивную повестку. А нам есть всегда чем гордиться. Да, но у нас не открывается каждый день крупное предприятие, но никто и не говорит, что значимость победы зависит от масштаба. Для кого-то первое слово ребенка – это тоже большое достижение. А у нас победа есть во всех сферах – спорте, образовании, культуры. Или вот, например, поддержка наших интинцев на региональном и федеральном уровне – это тоже наша общая победа. Самое главное богатство нашего города – это его жители. Истина вроде не новая, но она вне времени. Путь к процветанию Инты проделывает каждый из нас. Это наша любовь к отчизне, бескорыстное служение и вера в собственные силы. Так завещали нам отцы и деды. И это осознание мы должны оставить нашим детям и внукам. Наша любовь к Инте должна быть возрождением муниципального округа, возвращением ему былой славы. Григорий Николаев пожелал всем участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и, главное, практических результатов, которые каждый сможет применить на благо Приполярья. После чего интинцы приступили к деловой игре. По задумке организаторов мероприятия, командам необходимо было принять участие в настоящем мозговом штурме, ответив на несколько простых, но очень важных вопросов. Рассказать, что их объединяет, и назвать несколько поводов для гордости за свой муниципалитет и республику. Хочу сказать, что для нас понятие «гордость» мы, в общем-то, много не думали. Есть гимн Инты, и там все написано. Гордимся тем, совершенно верно, что родом из Инты. Поэтому для нас гордость – это то, что мы из Инты. Что нас объединяет? Ну, наверное, нас объединяет то, что мы все интинцы, мы все любим свой город, мы гордимся достижениями наших предков, мы очень хотим, чтобы город этот развивался, чтобы здесь было много-много-много маленьких интинцев, мы их очень любим. И чем мы гордимся вообще, да? Во-первых, 3 повода для гордости за муниципальное образование. Это наши замечательные люди,
это наша прекрасная, ни с чем не сравнимая природа. И то, что вот такой момент, наверное, действительно, Александра сказала, что вот она в Сыктывкаре, из Сыктывкара приехала, это не каждый замечает, но тем не менее мы остановились на таком понятии, что мы чувствуем себя защищенными. Мы живем здесь спокойно. Это очень немаловажно сейчас. Три повода для гордости за республику. Это, конечно, масштаб республики. Она огромна, она красива. Это ее природные богатства. И, конечно, еще то, что республика наша многонациональна. Чем мы горды? Тем, что мы золотое сердце Коми. Это естественно. Три повода для гордости за наш муниципальный округ. Это же, конечно, наш интимский характер и живое слияние поколений, как взрослого, так и подрастающего сейчас. Это, конечно же, второе, интимская архитектура, которая уникальная в нашем городе. И выдающиеся люди, которые прославляли нашу еду за все ее время существования. Три повода для гордости за республику. Это неповторимая природа национального парка Юг-2, которая идет на протяжении всей республики. Богатство недр республики Коми — это нефть, газ, уголь, золото и, конечно же, другие полезные ископаемые. И, конечно же, наши спортивные достижения, которые несут в республику только призовые места. Что касается муниципалитета, мы решили, что это уровень образования и культуры, спортивные достижения наших детей. Это чистый и освещенный город, самый, наверное, чистый в республике. Мы возьмем на себя такую ответственность. Это сохранение традиционной культуры и форм хозяйствования оленеводов. Развиваются предприятия переработки оленины на территории нашего города. Что касается поводов гордости за республику, это в первую очередь большая территория и уникальность нашей природы. Это характер и гостеприимность жителей нашей республики. И несмотря на то, что у нас много национальностей, мы дружно друг с другом живем. Объединяет нас прежде всего наша гражданская активность. Мы интимцы, и нас объединяет героическое прошлое, достойное настоящее и уверенное будущее. Чем мы гордимся в городе? Это, конечно же, его богатая история, уникальная архитектура и неравнодушные жители. Ну а по республике мы, конечно, гордимся ресурсами, уникальной природой и неиссякаемым человеческим потенциалом. Что для нас значит гордость? Гордость — это, конечно, для нас история нашего города. Наш город объединяет наш город, любовь к нему. Ну и, конечно, у нас есть такая особенность — это национальность интимцы. Что для нас, чем мы гордимся? Это дети, люди нашего города. Ну а республика — это культура и традиции нашей республики. Для гордости у нас за муниципалитет это люди, уникальная природа нашего района, ну и, конечно же, история нашего города. А для республики это бескрайний север, богатство недр республики и олимпийские чемпионы нашей республики Коми. Наша команда называется «Интиночки». Что нас объединяет? Это в первую очередь любовь к городу и общее дело, мы готовы менять наш город к лучшему. Дальше, чем мы гордимся? Один личный повод для гордости. Это те цели, которые мы поставили перед собой и добились их. Второе, гордость за муниципалитет. Это те достижения, которые дает муниципалитет для развития молодежи нашего города. И третий повод для гордости за республику. Город людей с большой душой. Дальше. 3 повода гордости за муниципалитет. Мы гордимся теми людьми, которые стояли у истока нашего города, и людьми, которые в настоящее время прославляют наш город на различных уровнях. Широкие возможности развития культуры, спорта и образования. И 3 повода для гордости за республику – это сохранение и развитие национальных традиций, богатство природных ресурсов и в то же время сохранение природы и стремление к развитию и процветанию. Вы вылавливаете очень глубокие смыслы, и очень важно, чтобы вы эти смыслы несли дальше.
рассказывали своим друзьям, рассказывали своим близким и знакомым то, чем на самом деле живет Республика Коми, чем мы можем гордиться. И самое главное, помимо отдачи информации, очень важно собирать о них эту информацию. Да, узнавать о тех проблемах, которые волнуют наших соседей. И самое важное, выступать для них мостиком между властью, да, и обществом. Это достаточно серьезная миссия, и я думаю, председатель муниципальной общественной палаты не даст соврать, это достаточно сложная работа. И чем больше нас с вами в этой команде, тем быстрее мы сможем преодолеть те трудности, те вызовы, которые перед нами стоят. Очень важно, что мы с вами обладаем специальными знаниями, не только по своей профессии. Я увидела здесь очень важно и сделала вам комплимент. Вы обладаете важнейшим знанием и навыком умения общаться. Ведь это очень редкий навык в современном мире, потому что все ушли в социальные сети и интернет. Да, это, с одной стороны, очень хороший инструмент, упрощающий нашу жизнь, а с другой стороны, это серьезная угроза, и нам нужно с ней справляться. Очень важно, что мы с вами, помимо того, что сами обладаем какими-то навыками, мы должны передавать этот опыт и дальше. Несмотря на юный возраст, да, и сейчас я безумно обожаю молодежь только потому, что они быстрее нас, они намного быстрее воспринимают те новые технологии, которые появляются каждый день, и они умеют нас этому научить. Поэтому не стесняйтесь, передавайте свои потрясающие навыки. Учите людей общаться, это очень важно. В ходе форума участники поднимали разные темы для дискуссий. Особое внимание уделили патриотизму и героям, живущим среди нас, которых мы встречаем постоянно, не догадываясь, какой важный поступок или подвиг они совершили однажды или совершают каждый день. Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального центра военно-патриотического воспитания города Инты, который был организован в 2019 году и действует на базе гимназии номер 3, считается реализация программы гражданско-патриотического воспитания школьников, целью которой является создание условий для формирования нравственных убеждений школьников, высокой социальной активности, развития патриотического чувства и становления их гражданской позиции. Для достижения поставленных целей выполняются определенные задачи, а это формирование у подростков глубокого осознания патриотизма и положительного образа гражданина, это изучение исторического прошлого страны через организацию и участие в различных мероприятиях, а также встречи с интересными людьми, участниками различных событий. Это обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристской, медицинской, противопожарной и гражданской деятельности и воспитание доброго отношения к окружающему. Воспитанники центра посещают ветеранов на дому, поздравляют их с праздниками, приглашают на классные часы, общешкольные мероприятия, ежегодно проводят концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, другим важным датам нашей страны, с приглашением на них ветеранов, в том числе участников специальной военной операции. Традиционным стало проведение конкурсов, инсценированной патриотической песни, смотров песни из строя, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, проведение вахты памяти, воспитанниками центра участия в митингах в честь победы в Великой Отечественной войне, участие в акциях, посвященных памятным датам России, у мемориальной композиции «Клятва» и памятника «Взрыв». Ребята серьезно готовятся к мероприятиям, особенно проводимым в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. С началом специальной военной операции участники муниципального центра военно-патриотического воспитания, школьники, родители, педагоги буквально сразу включились в работу по поддержке наших доблестных воинов. Бойцам и жителям новых регионов через волонтеров и пункт приема гуманитарной помощи в Интинской автошколе передаются продуктовые наборы, медикаменты, теплые вещи, средства личной гигиены. Кадеты, юноармейцы, волонтеры изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети. В настоящий момент, благодаря инициативе Совета ветеранов, ребята научились готовить сухие души, нужные для наших бойцов, и теперь под руководством своих наставников уже сами их изготавливают, и в ближайшее время очередная партия отправится на фронт. Кроме того, дети пишут письма российским военнослужащим. Они благодарят бойцов за подвиги, желают успехов и скорейшего возвращения домой. Дети, получая обратную информацию, получая фотографии из зоны специальной военной операции, на которых наши доблестные воины читают их письма, вновь и вновь продолжают их писать, понимая, что в настоящий момент они хоть как-то могут быть причастными к поддержке наших героев. Помимо этого, ребята встречаются с героями специальной военной операции. Мы их приглашаем практически на все наши патриотические мероприятия.
Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи проводит Интинская автошкола ДСАФ России. На регулярной основе организуются тематические мероприятия, посвященные памятным датам России. Различные акции, конкурсы, соревнования, флешмобы, автопробеги, уроки мужества, оружия, экскурсии и выставки. Администрацией муниципального образования ИНТА ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий, согласно которому проводится военно-патриотическая работа. Особое внимание уделяется развитию высоконравственной личности, разделяющей национальные и духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Мероприятия посвящались памятным датам истории России в рамках Дней воинской славы, спортивно-игровые соревнования с военно-прикладными элементами, с привлечением до призывной молодежи общеобразовательных учреждений. Самыми яркими и массовыми были мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в Великой Отечественной войне. Многие инициативы проведены совместно с ветеранами и активистами общественных организаций. Союз ветеранов Афганистана и локальных конфликтов, председатель Лагозинский Виктор Иванович, Союз ветеранов ВДВ, председатель Пономарев Василий Васильевич, Союз ветеранов пограничных войск, председатель Гутовский Олег Александрович, военно-исторический клуб 28-я Невельская дивизия, страйкбольный клуб «Монорага», автомобильный клуб «Интауфрод». Подготовительные сборы учащихся старших классов школы-гимназий города перед республиканскими соревнованиями «Орленок», спортивно-патриотические соревнования «Автомногоборья» с элементами военно-технических видов спорта, с участием курсантов учебных взводов. Женщины, ветераны города, руководитель Миронова Зинаида Ивановна, используя свой жизненный опыт в стенах автошколы, проводят теплые встречи с подрастающим поколением, беседы, мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей, плетение сетей для передачи бойцам специальной военной операции. С рождением в России детско-юношеского движения «Юнармия» его отделение появилось и в Инте. В целях вовлечения подростков и молодых граждан в мероприятий патриотической направленности, а также реализации государственных задач, возложенных на ДСАФ России, на базе Интинской автомобильной школы функционирует штаб молодежного движения «Юнармия». Ряд флешмобов, проведенных в честь Дня Республики Коми и флага России, а также Дни открытых дверей, уроки оружия, уроки мужества и множество экскурсий, организованных совместно с Интинским аварийно-спасательным отрядом. Экскурсии всегда были проведены под чутким вниманием Захарова Виктора Александровича. В очень доступной форме детям рассказывали и показывали все нюансы профессии, этим зарождая интерес к данной сфере. Вместе с этим в ходе экскурсии посетители знакомились с деятельностью, задачами, историей, узнали о возможностях в определении будущей профессии. Качественная организация и энтузиазм сотрудников оставили у детей массу положительных эмоций. Помимо военно-спортивной подготовки молодежи и подростков города, на базе автошколы нередко проходят и мероприятия с участием взрослого населения. В частности, турниры по стрельбе для женщин, военно-спортивные соревнования для мужчин, конкурсы по фигурному вождению, а также автопробеги, приуроченные к значимым датам. Так уже традиционным для Инты стал ежегодный автопробег в честь Дня Победы. Десятки автомобилей с флагами России и различных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации совершают почетный круг по городу, тем самым выражая причастность к торжеству справедливости и отдавая дань памяти советским воинам-освободителям. На базе Интинской автошколы активисты военно-исторического клуба 28-я Невельская дивизия открыли экспозицию «Военный Новый год», а также выставку, посвященную олено-транспортным батальонам. Посетителей было более 1000 человек, детей и взрослых. Здесь можно ознакомиться с экспонатами, которые бережно собирали участники клуба по всей республике Коми, документы, военная форма тех времен, посуда и многое другое.
На городской площади проводится мероприятие «Выставка», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В данном мероприятии сотрудницы Центра национальных культур исполняют песни военных лет. Активисты 28-й Невельской дивизии представляют горожанам экспонаты военных лет. Автошкола ДСААФ демонстрирует военную технику. Юноармейцы устанавливают свои палатки и проводят обучение по сборке автомата для всех желающих. Местное отделение ДСААФ России во взаимодействии с местными органами власти посредством тесного сотрудничества с городским комитетом спорта осуществляет поддержку секции самбо, оказывает помощь в организации проведения городских турниров и в награждении спортсменов. Одним из важнейших аспектов является воспитание в подрастающем поколении праведных, духовно-нравственных ценностей, что приносит сотрудничество с православной церковью. Священнослужители, отец Василий, отец Иоанн и отец Владимир активно занимаются данной деятельностью. ДСААФ Инты является соорганизатором муниципального конкурса «Лучший призывник». В данном конкурсе принимают участие молодые люди до призывного возраста, прошедшие сложнейший и детальный отбор по критериям здоровья и физической подготовки. Много лет подряд проводились турниры по военно-прикладным видам спорта. Ветераны и активисты города с интересом устраивали для учащихся общеобразовательных школ познавательные мастер-классы. При совместном решении гимназии номер 2 и ветеранов открыт класс курсантов ДСААФ России. Кураторами являются Логозинский Виктор Иванович, ветеран Чеченской войны, Прокофьев Алексей Витальевич, ветеран пограничных войск, Кутузов Андрей Иванович, командир страйкбольного клуба «Монорага». Юных курсантов обучают азам военно-начальной подготовки. Особое значение имеет участие в мероприятиях военизированных структур. Совместно с войсковой частью города Инты и начальником штаба Юнармия регулярно проводится конкурс рисунков «Горжусь тобой, защитник». Ежегодно участвуют более 200 детей. Работы представлены в различной технике. Преподаватели отмечают большой интерес к данной теме. Командир Осоцкий Петр Константинович совместно с начальником автошколы и другими офицерами части в торжественной обстановке вручают грамоты призерам и победителям. Обширная информация, предоставленная военным комиссаром города Инты Литвинович Николаем Николаевичем совместно с начальником автошколы ДСААФ на встречах в школах, в колледже, позитивно настраивает призывную молодежь на службу в вооруженных силах, на поступление в военные образовательные учреждения. В настоящее время проводится восстановление огнестрельного тира на 50 метров. Более 15 лет тир находился в заброшенном состоянии. Благодаря совместным усилиям руководства ДСААФ России, руководства города, руководства республики и руководства Лукойла идея оборудования единственного в Инте тира стала возможной. В помещении тира проведена проводка, заменен пулеулавливатель, заменены двери, восстановлены стены и многое другое. В тире планируется проводить занятия по пулевой стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия для ветеранов, юношеских движений и других жителей города. В настоящее время популярна стрельба из лука. Руководство города с помощью спонсора передало в пользование оборудование, которое дает возможность проводить занятия. Ветераны специальной военной операции после ряда тренировок, организованных ДСААФ Инты, показали достойные результаты на республиканских соревнованиях по стрельбе из лука. В настоящее время тир пока не функционирует в полном объеме, так как требуется доработка ряда моментов. Также принято участие в проводимых мероприятиях к памятным датам пограничных войск, ВДВ, вывода войск из Афганистана. В здании автошколы ДСААФ ветераны оформили стену памяти всем погибшим интинцам на боевых действиях. Здесь размещены стенды с фотографиями бойцов, участвовавших и отдавших жизнь в период Афганской войны, Чеченской войны, в период проведения специальной военной операции.
Регулярно проводятся торжественные мероприятия «Минуты памяти». Информационное обеспечение деятельности местного отделения ДСААФ России зачастую осуществляется через городскую телестудию «Пятый канал». Благодаря работе этих профессионалов ведется эффективное информирование и агитация в военно-патриотической направленности. С началом специальной военной операции возникла необходимость в организации сбора гуманитарной помощи для бойцов, раненых и беженцев. По инициативе автошколы ДСААФ и по согласованию с руководством города и других структур открыт прием гуманитарной помощи. Жители города с энтузиазмом откликнулись на призыв и стали приносить вещи, медикаменты, сухпайки, туристические принадлежности и многое другое, что так необходимо нашим защитникам. И по сей день отправляются тонны гуманитарного груза на передовую и в госпитали. Кроме того, коллектив автошколы оказывает посильную помощь в решении бытовых вопросов, нередко возникающих у ветеранов спецопераций. Проведя анализ работы, можно сделать вывод, что консолидация всех сил заинтересованных сторон позволяет проводить оборонно-массовую агитационную кампанию в городе Инта. В настоящее время накоплен большой опыт по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, повышению мотивации к службе в армии, осуществляемой во взаимодействии с местными органами самоуправления, с учреждениями образования, общественными организациями, заинтересованными учреждениями, социальными партнерами и всеми жителями города. Мы выражаем благодарность всем, кто принимал, принимает и будет принимать участие в нашем общем деле. Активно участвуют во всех патриотических мероприятиях и интинские ветераны. Несмотря на возраст и неидеальное здоровье, старожилы города являются волонтерами. Организуют благотворительные акции, собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Деньги, изготавливают сухие души, плетут сети. Наши белые головы видны на всех фотографиях наших журналистов. Ну, естественно, мы все мамы, мы бабушки, мы прабабушки. И много у нас женщин, которые сегодня переживают за своих детей, которые воюют на различных областях Украины. Мы их, конечно, знаем, совместная работа с Любовью Леонтьевной у нас ведется, очень большая работа. Что мы делаем каждый день? Каждый день у нас как на работу приходят женщины, Наталья Романовна пишет список, и у нас 5-6 человек изготавливают сухие души. Ну, был разговор, что не нужны, лишняя трата денег и т.д. и т.п. Но приезжают ребята с фронта и говорят, как нужны эти пакетики сухими душами. То есть одна тряпочка, это типа мочалочки наполнена гелем для мытья рук. Вторая тряпочка вытереть насухо. Мы кладем ушные палочки, вкладываем, зубочисточки положим, и 2 маленькие конфетки. И в каждой посылке идет очень много открыток от детей, которые нам сады рисуют, школа нам пишет письма. И письма наших женщин. Ну, естественно, всем обращаемся к ребятам, чтобы они вернулись здоровыми, и чтобы Бог был с нами вместе. И Бог помогал каждому нашему парню, мужу, брату, сыну вернуться на родину. Сегодня мы, очень большая компания женщин, как на работу, ходит по профилактории, где нам дали помещение, помог, по-моему, депутат Лавриненко, если я правильно знаю. И, там женщины приходят, плетут сети. Плетут по временам года. Зимой они у нас более белые, свежие, осенью они у нас рыжие, бордовые, чтобы наши ребята были укрыты надежно и справедливо. Ну, про носки вязаные уже сказали, носком вяжем не знаю кто. Кто-то несет клубки шерсти, у кого-то дома залежались. Мы передаем их рукодельницам. Очень большую партию носков покупаем в близлежащих магазинах, потому что, как говорят ребята, они вверх заходят, эти носки быстро имеют свойство протираться, поэтому мы стараемся ребятам помочь. Очень много собираем аптечных принадлежностей, очень много. А сейчас, помните, когда по талонам давали нам ткани,
бабушка, хотя ткань уже прям пожелтела, нам все несут. Мы раздаем, опять же, рукодельницам, шьем трусики типа шортиков в госпитале, мы уже почти 100 штук уже отправили. Шьем, вяжем манишки, вяжем шапочки под шлемы. Работу ведем очень большую. Она у нас каждодневная. И я считаю, что уже в докладе прозвучал День стольника. Понедельник у нас День стольника. У нас тоже свой сайт есть. 2 сайта. Сайт ветераны и Привет, ветеран. Где люди там делятся. Сын приехал, сын погиб, сын. В общем, мы каждого человека знаем проблемы каждого нашего ветерана, потому что идет очень теплая работа совместная. Вот поэтому сегодня, конечно, мы чествуем матерей, дети, которые воюют. В ноябре месяце проходило у нас большое собрание. Мамы, бабушки, сестры, жены пришли к нам на встречу с руководством города. Значит, был военкомат, была Росгвардия, была соцзащита. Большое представительство было, и было очень много мам. Вы знаете, стараемся помочь, мы, естественно, находим спонсора на подарки. Имея возможность отправить по путевке, отправляем их по путевкам. Так что в первую очередь, путевки мы предлагаем мамам, дети которых воюют сегодня в СВО. За годы 9 месяцев работы филиал фонда мной, как социальным координатором, принято 1450 обращений. На сегодня решено положительно порядка 90% обращений. В основном обращения касаются назначения мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, медицинской помощи, получения удостоверений ветерана боевых действий, получения удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, содействие в оформлении документов, юридической помощи, содействие в поиске военнослужащих, пропавших без вести, запросов на участие в культурно-досуговых, патриотических и спортивных мероприятиях. В настоящее время филиалом реализуются следующие проекты. Проект здоровой занятости для семей участников СВО «Наша семья, наша победа» совместно с учреждениями культуры и спорта. На регулярной основе участники СВО, члены их семей и члены семей погибших нашего города приглашаются на городские культурно-массовые мероприятия. Всероссийская акция «Служу Отечеству» по патриотическому воспитанию молодежи и проект «Календарь исторических событий с защитниками Отечества». С участниками СВО мы совершаем выходы в школы, проводим уроки мужества, участвуем в конкурсах строя и песни, различных фестивалях, приуроченных к памятным датам, зорницах, слетах. Фотопроект «Наследие республики». Передвижная фотовыставка «Отцы героев», «Мамино благословение», «Семьи воинов Отечества», «Сыны Отечества» совместно с Национальным музеем Республики Коми. В фотопроекте участвовали члены семей погибших нашего города. Это важная составляющая увековечивания памяти. Проект по адаптации детей, участников СВО, к школе в 1 класс с защитниками Отечества совместно с органами государственной власти и местного самоуправления. Так, в сентябре 2023 года совместно с партией «Единая Россия» при содействии Интинского городского суда оказана помощь семьям погибших и действующих военнослужащих, чьи дети пошли в школу в 1 раз. Всероссийская акция «Семья защитников Отечества» совместно с ЦУР Республики Коми. Конкурс-фестиваль военно-патриотических произведений «Марафон победителей Севера». Проект по героизации подвигов защитников Отечества и увековечиванию памяти воинов «Своя история, свои герои». Представлены фото из домашнего архива членов семьи погибшего и история жизни гибели бойца нашего города. Проект социальной экспедиции «Свои», как межведомственный проект, оформлены электронное удостоверение «Карта Свои» на нескольких бойцов, находятся в работе в стадии получения. В муниципальных образованиях Республики Коми на базе социально-реабилитационного центра «Максаковка» Республики Коми реализуется проект социальной экспедиции «Мы с тобой», в рамках которого участников СВО консультирует выездная мобильная бригада из числа узкопрофильных специалистов.
врачей, психологов, юристов, заместителей по медицинскому сопровождению, социальному сопровождению, представителей Социального фонда Республики Коми, социальных служб, центров занятости населения. Так, участники СВО нашего города неоднократно проходили реабилитацию на базе социально-реабилитационного центра «Максаковка». Также получали лечение и обследование в госпитале ветеранов города Сыктывкар. 7 наших бойцов прошли лечение в госпитале, 5 реабилитацию в Максаковке. С 2025 года демобилизованные участники СВО бесплатно могут получить услуги по медреабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах реабилитации Социального фонда России. Им также будет оплачен проезд. Уже посетили центр реабилитации «Кристалл» в городе Анапа. Уже посетил один наш боец. 2 других в скором времени посетят Вятские Увалы Кировской области и Туманный в республике Хакасия. За период работы филиала фонда мной было осуществлено 143 патронажных выхода на дом целевой аудитории. Ведь очень важно понять, как живут, чувствуют себя участники СВО и члены семей погибших. Иногда только дома человек может раскрыться. Рассказать о своей проблеме, поделиться лучше. А порой ребятам-инвалидам, не выходящим из дома, нужна реальная помощь по сбору и отправке документов в различные инстанции. Простите. Мы помогаем нашим защитникам не только с получением всех полагающихся мер поддержки. Также мы адаптируем жилье под нужды инвалидов, обеспечиваем техническими средствами реабилитации. Работы много, но ни один наш подопечный не останется без внимания. Многие, вернувшиеся с СВО в результате военных травм, стали инвалидами. Протезирование и реабилитация защитников с инвалидностью – важное направление работы фонда. Чем быстрее они проводятся, тем проще ребятам вернуться к мирной жизни и начать реализовывать себя. В 2024 году 2 бойцов с инвалидностью получили шагающие кресла-коляски с дополнительными функциями. 1 боец – кресло-коляску для занятий спортом. Поданы заявки еще на 2 коляски. Также 4 ребят ожидают адаптацию жилья, 5 устройства для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов. У меня на сопровождении есть 2 подопечных участников СВО с инвалидностью, получивших очень серьезные травмы ног. Им требуется высокотехнологичная помощь на базе федеральных медицинских учреждений. Мною была проведена работа по подготовке документов на проведение данных операций. 1 боец уже получил вызов в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Цвияна. 1 операция уже проведена. В начале мая ожидается 2-й этап операции. 2-й участник СВО получил вызов на начало июля в Национальный медицинский исследовательский центр имени Вредена в Санкт-Петербург. В данный момент занимаемся подготовкой к операции. Очень надеемся на благоприятный исход операции и дальнейшее восстановление бойцов. Нам очень важно, чтобы ребята встали на ноги, могли передвигаться. Мы делаем все для того, чтобы наши ребята социализировались и вели активный образ жизни. Они с удовольствием участвуют в патриотических и культурно-массовых мероприятиях, занимают призовые места на региональных и межрегиональных кубках защитников Отечества. Кубок защитников Отечества стал символом мужества и неизгибаемой воли. Ветераны спецопераций после тяжелых ранений находят силы и стремятся вперед, к новым высотам, чтобы стать примером для своих товарищей. В ноябре 2024 года, в сентябре, прошло спортивное мероприятие «Кубок защитников Отечества». Среди ветеранов СВО на протяжении 3 дней 54 спортсмена из республики соревновались в различных дисциплинах. От Инты выступила команда из 5 человек. С турнира наши ветераны привезли 8 наград. Копилка интинцев пополнилась на 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Еще одним новым
Важным направлением в работе фонда является работа с родственниками пропавших без вести бойцов. В конце ноября 2024 года фонд начал оказывать содействие родственникам в розыске пропавших без вести военнослужащих, не выходящих более месяца на связь, помогать узнать официальный статус бойца, заполнить разыскную карту, направить в нужные структуры, содействовать в сборе материалов для генетической экспертизы ДНК. Главная задача, которую поставил наш президент, сделать все возможное и невозможное, чтобы наши герои чувствовали справедливость, неравнодушие и заботу. Фонд защитников Отечества – это второй дом для героев, их родных и близких. Место, куда они могут всегда прийти с любой проблемой. Демобилизованные и выполняющие воинский долг в зоне проведения специальной военной операции бойцы регулярно благодарят всех земляков за поддержку и помощь, которая им оказывается. Волонтерской деятельностью занимаются тысячи интинцев. Среди них заместитель председателя Совета округа Виталий Ладыгин. Несколько раз в год депутат лично выезжает в прифронтовую зону, чтобы доставить необходимые вещи нашим солдатам. В форуме также приняли участие член правительства республики Наталья Хозяинова и Руслан Магомедов, депутат Госсовета Коми. У меня несколько блоков направлений, которые я веду, и один из них – это СВО. Занимаюсь горячими линиями СВО, Александра уже сказала, это номера 122, 117. Можете передавать эти номера, вот, бойцам они, в принципе, все знают эти номера. Вот, и действительно, у меня всего 2 помощника, и мы за это время приняли более 33 тысяч звонков от бойцов, от членов их семей. Это и не считая того, что я все время на связи, и вот, к сожалению, да, сегодня на форуме я тоже отвечаю, потому что ребята из СВО пишут мне в Телеграм. Непосредственно я занимаюсь вопросами наших бойцов и членов их семей. Помимо всего прочего, не только в Телеграме, но и ВКонтакте приходит очень много сообщений. И для меня это сегодня задача номер 1, чтобы бойцы и члены их семей ни в чем не нуждались. В том числе и взаимодействием с волонтерами. Вот я сегодня посмотрела ролик про ваших мужчин-волонтеров, а я еще являюсь заместителем председателя Союза женщин Республики Коми, и мы буквально на прошлой неделе в Союзе женщин открыли вот это новое направление и объединили наших девчонок, которые действительно организовали свои волонтерские группы и пригласили их. Это те волонтеры, которые живут в Сыктывкаре, в Сыктывдене, в Уфте, то есть поближе. Вот с Сынты никого еще не пригласили, но я думаю, что да, что у нас есть время поработать еще над этим. И я вот хочу сказать, что мы с вами проходили первый блок «Гордость». У меня гордость за этих девчонок. Они все молодые, они все красивые, но они бесстрашные. Я им прямо в глаза сказала, я говорю, у меня, наверное, столько смелости нет, сколько у вас. Каждая из них, одна была 15 раз за Леночкой с конвоем, другая 12. При этом они, как правило, многодетные мамы, и они не боятся и туда едут, говорят, там мы нужнее, и мы им помогаем собирать вот гуманитарные конвои. Вот это направление деятельности. Кроме того, у нас есть на сайте госуслуги, есть возможность у бойцов, у членов их семей обратиться по льготам. Их на сегодняшний день, вот тоже я занимаюсь этим вопросом с ноября прошлого года, на сегодняшний день около 500 услуг мы оказали для бойцов и членов их семей. Хочу сказать, что из НТ не так много обращений, поэтому я очень хочу поблагодарить вашего социального координатора, Любовь Леонтьевну, да, по-моему, правильно, вот, очень ее хочу поблагодарить, потому что обращений из НТ действительно не так много, и хочу поблагодарить вас и всех причастных, всю команду, в том числе администрацию города, потому что обращений немного, это значит, есть возможность решать все на местах, не обязательно идти там через госуслуги или через правительство Республики Коми. Второй блок форума был посвящен уверенности в настоящем и будущем своего муниципалитета и Республики Коми. Командам необходимо было определиться с поводами и записать их на листочке. Ваш характер, ваше упорство – это прекрасная точка для роста и прекрасное окно возможностей. Об этом мы будем с вами сегодня говорить. Есть уверенность в нашем поколении, поскольку в городе живут энергичные, пытливые умы, жаждущие новых открытий. Это действительно так. Я сегодня убедилась, у вас потрясающая молодежь. Уверенность в людях, все работает на благо города.
у нас большое количество людей, которыми город может гордиться. Следующее. Пока мы все не уедем, город будет жить. Действительно. Зря смеетесь, на самом деле это так. На самом деле так. Кто любит Инту? Согласитесь, в Инте, независимо от того, какого человека характер, какой он национальности, вероисповедания, там, политической принадлежности, неважно каких характеристик, все хотят одного, чтобы город Инта был какой? Процветающий. Вот эту энергию надо всегда направлять на созидание. Поэтому аплодисменты себе. Настраиваемся на работу. Пока свободно горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Инте мы посвятим души прекрасной порывы. Действительно это так. Уверенность в развитии города нам дает то, что государство заинтересовано в развитии Арктики. Абсолютно верно, абсолютно верно. И, кстати, это задел нашего правительства. Инта, очень хотят, чтобы Инта была частью арктической зоны. Еще, это еще не все. Плюс, что еще раз? Лидер во главе команды муниципалитета. Ну, правильно, абсолютно. Кто у нас лидер? Давайте мы лидера отпустим поработать. На самом деле, уважаемые друзья, точка роста для северных территорий это действительно является федеральная поддержка. И здесь город Инта, несмотря на свои особенности, очень похожи на ваших соседей в Воркуту. Почему? Потому что все, что севернее Ухты, это всегда очень сложная территория. Это сложная территория, потому что холодно очень, сложные суровые условия, города строятся на болотах, но тем не менее эти города богаты ресурсом. И самое главное, то, что говорит и подчеркивает президент. Президент заинтересован в северных арктических территориях, это очень важно. Следующее. Любовь к малой родине придает нам с вами уверенность в завтрашнем дне. Потрясающе, золотое сердце Инты, я даже не сомневалась. Следующее. Нахождение в арктической зоне безопасной жизни. Я вам хочу сказать, что Республика Коми, несмотря на всю страшную статистику, там вот нас пугает министр внутренних дел на совещании, что у нас преступность растет, на самом деле у нас города очень безопасные. А знаете почему? Потому что мы все рядом и близко находимся друг к другу. Мы друг друга поддерживаем. И то, что говорили прекрасные девушки на последнем ряду, у нас это работает. У нас нет 6 рукопожатий. У нас сколько? 1-2 рукопожатия. Это помогает нам с вами решать важные вопросы. Человеческий капитал. Кто согласен, что это уверенность в завтрашнем дне Инты? Действительно. Ну тут уже, конечно, это хорошо. Глава Инты. Уверенность придает то, что глава Инты руководитель администрации Николаев. Собственно говоря, на этой красивой ноте. Григорий Иванович, вы знаете, так случилось, что вас тут уже, вы руководитель администрации, это придает людям уверенность в завтрашнем дне. На самом деле, уважаемые друзья, мы с вами недооцениваем роли руководителя. Вы знаете, я по молодости думала, что, ой, да я с легкостью справлюсь с деятельностью министра. Глупая, молодая, зеленая была. На самом деле, я благодарна своим руководителям. У меня есть руководитель, так как мы являемся подведомственным учреждением, у меня есть тоже свой руководитель. И я каждый день ему благодарна только потому, что за меня очень энергично он взял ответственность в свое время, да, и пригласили меня на работу. И поэтому очень важно уважать тех людей, которые берут на себя ответственность за нас с вами. Это очень важный тезис, пожалуйста, запомните. И когда захочется покритиковать кого-то, попробуй поставить себя на его место. Я, например, на сегодняшний день не завидую ни одному руководителю очень высокого ранга, потому что ответственность колоссальна. И эти люди принимают эту ответственность с полным пониманием, что они будут делать и как. А наша с вами задача что сделать? Помочь им реализовать те планы и те задачи, которые мы им ставим. И здесь очень важно помнить, что мы с вами единая команда. Руководители региона, правительство, депутатский корпус, муниципальное образование и с основой на общественность. Вот это нужно и важно помнить.
В ходе мероприятия команды сыграли еще в одну деловую игру. В ее рамках участники предложили несколько оригинальных проектов, которые, возможно, удастся когда-нибудь реализовать с помощью национальных программ. На сегодняшний день транснациональные корпорации, которые занимаются обработкой данных, используют большой дефицит в хранилище данных. Чем мы привлекательны? Мы находимся в территории арктической зоны. На сегодня, согласно федеральному закону, каждый гражданин и юридическое лицо может взять бесплатно гектар себе в пользу. Это уже преимущество. Второй момент. Мы живем в суровых климатических условиях, где в основном 9 месяцев зима. Как мы знаем, при хранении данных либо производстве криптовалюты необходимы очень большие затраты на охлаждение этих данных. Поэтому мы снижаем эти затраты. Плюс ко всему, третий момент. На территории Республики Коми очень большой избыток электроэнергии, мощностей, в том числе по ИНТ. Это тоже будет сопутствовать тому, что в отличие от других регионов будет играть преимущество. Поэтому решили реализовать данный проект на территории нашего региона муниципального округа. У нас, значит, будет программа «Эффективная и конкурентная экономика». Это добыча золота. И будет название «Индинская Эльдорадо». Мы выступаем за государственного подрядчика, выделение участков, чтобы с обеспечением всех экологических норм и безопасности возобновилась добыча золота у нас на территории национального парка Югославия. То есть, соответственно, чтобы там это было все разделено, то есть парк отдельно, добыча отдельно, совсем, то есть все соблюдается, соответственно. То есть это реализация и доходы от этого. У нас, по-моему, сколько? 20 тысяч тонн золота, да? Наталья Брониславовна мне подсказывает, она ведет подсчеты точно, да. 20 или 19. Я вам хочу сказать, что если сложить вес всех индийцев, получится золото еще больше. Это, конечно. Вот. Поэтому, я думаю, решение этой программы и принятие наших предложений позволит добиться реализации всех проектов на желтых листочках, но, я думаю, на зеленых тоже. Зная все нюансы всех этих программ, проектов, на самом деле у нас единственный шанс нашего города – это по максимуму поучаствовать во всех этих проектах, понять порядок предоставления субсидий, субвенций и взять как можно больше с каждого из направления, потому что они на самом деле все важны. И что-то отдельно выделять я бы даже не стал. На самом деле, как глава на сегодняшний день, инфраструктура для жизни. Мы здесь ходим, живем, но без инфраструктуры для жизни никто сюда не поедет. Ну, начнем с этого. Тут все взаимосвязано, на самом деле это не просто они взялись из ниоткуда сами нацпроекты. То есть эффективная транспортная система, наши убитые дороги, их тоже надо делать. Без поддержки республики мы их тоже не сделаем, это надо понимать. Потому что бюджеты всех городов и районов республики на сегодняшний день они практически все дотационные. И уровень только дотационности разный. И мы, к сожалению, наш город, у нас собственный средств 11% из общего бюджета, а основное это субсидии, дотации, субвенции. И участие в этих проектах, наш маленький бюджет, грубо говоря, наши средства, которые мы собираем, мы готовы, и мы как бы расходуем по максимуму для того, чтобы участвовать, финансировать в различных проектах. Народный бюджет, народные инициативы, национальные проекты. Мы это делаем, мы будем делать, но надеемся все-таки на поддержку нашего региона и главы республики Ростислава Ясовича Гольштейна. Я наблюдал, что у нас все столы одинаково думают. Это ваши ценности, чем вы дорожите. Это, в первую очередь, это люди, это ваша природа, дата-центра, потому что это наше преимущество, которое нет в другой части России. Это когда стол 9, да, помню, когда золото 20 тысяч тонн, неужели столько у вас золота? Я даже начал задумываться, переехать ли к вам. Все в ваших руках, вы должны сами ценить и выявить, что у вас есть. По этому поводу у нас с прошлого года был разработан мастер-план, и в Воркуте тоже вот так люди задумывались, что же у нас есть, что можно будет развивать. Об этом многократно раз я в 2021 году с министром Решетниковым приезжал к вам в Инту, потом мы привозили в Воркуту. Такой унылый, шахты не развиваются, новые шахты не открываются. И мы сделали в прошлом году, я активное участие принимал директором Восток Госплан. Приезжали очень много министров для развития Воркуты. Что же нам нужно делать? Этот мастер-план разработан. И нам есть тоже, что дальше, как дальше двигаться. Ждем
его утверждение президент на экономическом форуме Мурманске в Воркуту 2 раза сказал и про республику Коми, что это северные города, нужно развивать, арктические города надо развивать. Вот, что еще добавить? Ну, в общем, интинцам хочу пожелать удачи, развития. Город вот сегодня пешком прошел, очищенный, чисто, светло, тепло. У нас в Воркуте, к сожалению, более холодно. Ну, вроде недалеко, всего там 5 часов. Ну, климат немножко отличается в лучшую сторону. Ну, развитие успеха всегда буду рад, если в контакте, если на любые проблемы, я за справедливость, на любые темы и с кем угодно. Вы, если кто подпишет, знаете, что я справедливо обращаюсь и к правительству республики, и администрации города. Буду рад, если могу чем помочь. В завершении форума Евгений Зелинский, руководитель Центра управления региона, рассказал участникам форума о важности социальных сетей, как вести диалог с пользователями, чтобы привлечь общественное внимание к важным проблемам и проектам. Дал несколько советов, что и как публиковать в своих аккаунтах. Мне повезло, я работаю с молодежью, я работаю со студентами, поэтому мы постоянно говорим о подвигах, о гордости, о наших людях, которые приближают победу, которые делают нашу жизнь лучше, в том числе наши почетные жители Инты. Ну и вообще, я считаю, что у нас очень много поводов для гордости. И сегодня мы в очередной раз в этом убедились, когда собрались на такой площадке для нашего города. Это здорово, это классно, когда мы в такой большой коллаборации смогли поучаствовать в обсуждении, находили смыслы, находили проекты, находили точки роста, но и помимо точек роста мы находили проблемные места, которые стоит проработать. Было здорово пообщаться в таком формате. Во-первых, это открытая площадка, в том числе и с бизнесом, и с представителями органов власти. И, конечно же, с молодежью было на самом деле плодотворно, очень хорошо. Пусть это будет чаще. Форум замечательный, и спасибо организаторам за то, что организовали именно в нашем городе, и собрали такое большое количество участников. Форум дает, конечно же, многое. Во-первых, получаешь опыт от общения в первую очередь. Конечно, в обыденной жизни мы общаемся, но общаемся точечно, можно сказать, по той или иной проблеме, когда необходимо ее решить. А сегодня в рамках этого форума мы более глобально и тесно, скажем так, пообщались за круглым столом в своей команде, выслушали мнение команд других, то есть наших оппонентов. Все это дает только, наверное, общий положительный результат на будущее. На форуме присутствует много интинцев. Нас разделили по столам. Я находилась весь день в замечательной компании. И было очень приятно общаться. И в процессе работы мы не успеваем поделиться эмоциями. А тут мы все 8 часов общались, делились. С радостью узнала, что в городе есть в умах наших людей, есть новые проекты. Может быть, они найдут воплощение, и в Инте откроются новые организации, новые предприятия. И, конечно же, мы любим наш город и хотим здесь остаться жить, и чтобы наши дети здесь жили. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, все, что мы можем, и придем к хорошему результату. Мне было очень интересно принять в нем участие и вместе с общественниками, вместе с депутатами, вместе с лидерами общественного мнения поучаствовать в форуме, поделиться опытом, узнать что-то новое, интересное, посмотреть, как люди общаются, мыслят. Да, и такой форум полезен как и взрослым, так и молодежи. И сегодня в форуме также приняли участие молодые люди, это участники движения первых из колледжа. И хотел бы, чтобы такие форумы проходили во всех муниципалитетах, чтобы мы выражали свои эмоции, выражали свои инициативы, и эти инициативы были поддержаны. У нас в городе состоялось
действительно грандиозное событие, давно такого не было. И видно поначалу и вообще по самому проведению этого мероприятия, что люди готовы и хотят общаться. Этого очень не хватает. Зачастую мы сейчас как-то увлечены своими делами, направлениями, а здесь это замечательная площадка для того, чтобы поделиться своими мнениями, понять, чем же мы все-таки гордимся, услышать, чем гордятся наши коллеги, с которыми мы работаем рядом, с которыми мы вместе проводим время. Вот, поэтому форум замечательный. Это возможность, еще раз подчеркну, не только понять, чем мы гордимся, но и ощутить ту уверенность, которая дает нам возможность двигаться к новым победам. Работа муниципального патриотического форума «Гордость, уверенность, победа» длилась 6 часов. Время пролетело очень быстро. По итогам встречи каждому участнику вручили диплом от временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольштейна.